Что-нибудь интересное сделай, пожалуйста, после того, как ты сюжет закончишь. Я жду. Давай. Саид Барганджа весь день на телефоне, а еще параллельно на почте и нескольких мессенджерах. Так его рабочий день выглядит уже около полугода. Саид – директор информационных и общественно-политических программ. Тут и продюсирование новостей, и ответственность за весь выпуск в целом. Хочется верить, что за тот короткий период, что, например, я здесь работаю, я что-то привнес, но, будем откровенны, не думаю, что что-то особенное мне удалось сделать. Если говорить о том, как строится день в нашей редакции, все очень просто. Мы в течение дня собираем информацию о тех или иных событиях, и к вечеру мы составляем план на следующий день. Определяем журналистов. Здесь вот все обычно происходит, мы с ними встречаемся, стараемся максимально обсудить задачи, и дальше они идут и делают. В принципе, в основном все долгое время работают, и по факту каждый вот из девочек, у нас в основном там девочки и Саид Джарсали, все знают, что делать. Чаще всего прекрасно понимают, как ориентироваться в событиях, и очень комфортно работать с ребятами, с которыми я здесь работаю. И вот за вот этот вот короткий промежуток, 2 года, конечно, телевидение становится родным домом. Вот несмотря на вот возможное отсутствие каких-то реальных вот технических возможностей. По признанию Саида, такой характер работы немного административный, для него не ассоциируется с настоящей журналистикой. Как любой проработавший, что называется, в поле корреспондент, Саид Барганджа видит труд журналиста именно таким. Тут достаточно рутинная работа, это проверка сюжетов, текстов, определить съемочную группу и так далее. Конечно, для меня телевидение в первую очередь это студия, это прямой эфир, это вот этот вот буквально накал, когда ты вот понимаешь, что там через 3 секунды начинается прямой эфир, и до сих пор бывает такое, что у меня прям вот пересыхает горло, и я не знаю, что говорить, и мне кажется, я ничего не помню. А потом как-то вот сам прямой эфир ведет. Для меня вот телевидение лично для меня, это, конечно, вот прямой эфир, это передача, это работа в поле, вот выехать, снять, рассказать, пересказать, вот это, конечно, очень круто. Я вообще считаю, что это самая лучшая профессия на свете, конечно. Конечно, у нас есть, к сожалению, много ошибок. Конечно, мы их делаем. Возможно, нам лично, вот мне там какого-то опыта не хватает, но я смело могу говорить о том, что каждый человек, который находится здесь, вот в этой редакции, все, что он делает от души. Вы тоже прекрасно знаете, что зарплаты здесь не самые большие, но при этом люди с утра до позднего вечера находятся здесь. В гости к коллегам мы приехали в обеденное время, не сомневаясь, что застанем всех на рабочих местах. Второй этаж – территория новостей. Здесь, в ньюзруме, журналисты абхазской и русской редакции каждый день собирают информацию, чтобы рассказать ее зрителю. Здесь расшифровываются указы, приказы и прочие канцелярские тонкости. Сария Кварацхелия – новичок. Девушка 4 месяца трудится на АТ и параллельно завершает учебу на филологическом факультете АГУ. Пишу на русском и на абхазском. Работа мне моя очень нравится, она меня вдохновляет, можно сказать. Когда человек любит свою работу, ответственно к ней относится, то и это, наверное, отражается на работе. Мне пока много чему учиться, и я буду стараться. Я с самого детства хотела быть либо диктором, либо корреспондентом, но сейчас я корреспондент, и надеюсь, в дальнейшем я буду и ведущей, у меня будут свои проекты, но это моя заветная мечта, дай бог получится. Написав текст, Сария и ее коллеги отправляют его редактору, который и подскажет, и поможет, и изменит, если надо. «Русские новости» редактирует Ирина Аршва. У нее в этом году личный юбилей – 25 лет на канале. Я была сначала диктором, потом ведущей, потом я работала корреспондентом. Сейчас я шеф-редактор службы новостей русской редакции. Мне нравится эта работа. Ну, конечно, работать на площадке интереснее, когда ты вживую находишься там, где происходит событие, и ты это все видишь своими глазами, через себя пропускаешь и пытаешься донести до зрителя, да, вот наиболее интересно, вот чтобы зацепило. Это, конечно, намного интереснее. Но и работать с людьми тоже интересно. Если я делала только один материал, свой материал, отвечала за свой материал, сейчас я отвечаю за материал сразу нескольких журналистов, и это тоже интересно, потому что я вношу какой-то свой вклад, где-то советом, где-то, может быть, какими-то правками, где-то ставлю задачу, допустим, когда посылаю журналистов на съемки.
Ирина Аржба признается, что телевизор смотрит редко, но периодически включает те же федеральные каналы нашего западного соседа. Это помогает немного извне посмотреть и на то, что происходит на родном АТ. В последнее время я сделала для себя грандиозное открытие. Посмотрев новости Первого канала, Второго канала и канала НТВ, допустим, да, я поняла, что мы очень хорошо работаем. И я не согласна с мнением части нашего населения, что абхазское телевидение или вообще телевидение в Абхазии, туда и АБЗУ очень часто критикуют, и средства массовой информации все наши критикуют. Мы, вот если можно говорить о демократии, мне кажется, что более демократичного телевидения, более доступного телевидения для людей, для народа, для высказываний своих, для выражения своего мнения, такого в мире нигде нет больше. И нам, единственное, пожалуй, чего нам не хватает, это действительно, как бы это ни звучало, может быть уже избита материально-технической базы. На третьем этаже трудятся сотрудники дирекции тематического вещания абхазского телевидения. Нала Мукба ушла в тематику несколько лет назад, до этого пройдя проверку новостями. Новости – это самый лучший, наверное, этап. В каком смысле? Это школа. Это школа для любого журналиста. Мне кажется, прийти и делать передачи, вот сразу броситься в тематику неправильно. Надо вот эти этапы обязательно пройти. Она закаляет, эта школа. Когда ты утром приходишь, не знаешь, куда тебя занесет, тебя там навстречу в Галлах Штайнмайеру, сейчас он там лидер Германии, вот помню эти съемки очень хорошо, но вот только-только начала здесь на ТВ работать и отправили молоденькую, совсем без опыта, и мне еще надо задать вопрос ему какой-то, я кто такая? И вот эта школа, да, это трудности, которые ты преодолеваешь внутренне. И потом уже, когда какой-то вот опыт у тебя накапливается, которым ты можешь поделиться, что-то свое представить, придумать, вот это уже интересно становится. Проект Налы Мукба «Независимость» рассказывал о страдающих пагубными привычками жителях нашей страны. В его рамках Нала собрала десятки историй и познакомилась с большим количеством пострадавших семей. Сегодня журналистка работает над новым проектом о правах граждан. Каждую вот эту историю я начинаю переживать. Это очень плохо для меня, но я по-другому не могу. Вот. Я начинаю думать, как им помочь. Вот я за себя, может быть, не пойду куда-то, не попрошу. Но если человеку надо, вот в моем проекте, если человек доверился мне, если как-то понадеялся, ну мне надо это сделать. Вот я в любые двери буду стучаться, просить, не то что просить, требовать, потому что мы сейчас вот о проекте имеем право, если идет речь, то речь идет о законах, которые люди не знают своих прав. Мы привыкли, что наши права там никого не интересуют. Вот хочется научить, люди должны знать, и чем больше людей свои права будут знать и требовать, и само общество постепенно научится жить по законам. Вот это основная задача. Словом и делом Нале и ее коллегам по тематике помогает старший друг, наставник и редактор Элеонора Когония. Проработав много лет в кадре, Элеонора покинула его и стала делать телевидение из-за экрана. Долго уговаривая нас, что показывать нужно молодых, Элеонора все же соглашается дать интервью, начиная его с традиционных поздравлений. Хочу поздравить всех телевизионщиков. Почти все вышли отсюда с этим праздником. Это продукт национального достояния. Я не просто произношу высокопарные слова. Это идейный проект. Мне кажется, что и телевидение, и все другие государственные СМИ носят такой декоративный характер. Я хочу, чтобы власть поняла, что журналисты, телевизионщики, не телевизионщики, мы не пиарщики. Мы должны ставить неудобные вопросы, мы должны делать какие-то журналистские расследования. Тем самым мы будем помогать власти, если она, конечно, хочет что-либо изменить в жизни людей. Вы знаете, в разные времена были разные ситуации, но по большому счету я еще не встречала такую власть абхазскую,
которая не пыталась бы закрутить гайки. Гайки закручены, будут переключать, не будут читать. Я не говорю, что мы должны грязью поливать кого-то. Увы, нет. Есть проблема в обществе. Журналисты должны приглашать экспертов, обсуждать как-то, чтобы сделать шаг к будущему. Абхазское телевидение – прорыв, важный исторический шаг и некогда настоящий праздник для нашей республики. Мы присоединяемся к многочисленным словам поздравлений и желаем нашим коллегам хороших новостей. Эленора Гилаян, Рамо Камкия, Абаза ТВ.